Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на ноябрь 2020 года для раков. Какой будет месяц, посмотрим. Будем делать на маг-колоде. Карта месяца – это карта помощи. Да? Мы видим на картинке, что один человек протягивает руку другому. То есть основные события будут связаны со взаимоотношениями и с тем, как вы друг другу помогаете, да, то есть это могут быть любые отношения в семье, партнерские, на работе, во время обучения, в общем, любого рода ситуации, где как раз нужно будет помогать. И посмотрите, вы здесь оба, в принципе, на высоте, да, то есть вы оба, ну, тот человек, с которым у вас будет ситуация, да, он тоже старается, он карабкается, поднимается и так далее, да, то есть это не призыв помогать тем людям, которые ничего для себя не делают, да, а вот именно помочь тем, которые сами стараются. Вот это очень важно в этом месяце, потому что вы таким образом можете даже свою судьбу улучшать. Здесь вот как бы сова нарисована, которая у нас символизирует карму, какие-то мудрость, да, знания глубокие, да. Вот это как раз будет вам на улучшение вашей судьбы. Кроме того, карта говорит о том, что нужно и самим тоже расти, нужно, может быть, развиваться в профессии, да, может быть, нужно изучать что-то новое. Ну и вообще для человека, конечно, вот как бы сидеть на дереве – это неестественное какое-то положение. То есть это можно, ну как бы туда залезть для чего? Для того, чтобы ну, просто себе что-то доказать, другим людям что-то доказать, да, или, может быть, чтобы развивать там свою физическую силу, выносливость, тренировать себя. Но это, в принципе, не место, да, человеку на дереве. То есть карта говорит о том, что нужно следить за тем, что мы делаем. Это действительно нам нужно, это действительно чему-то служит, каким-то нашим целям, или мы хотим кого-то удивить, мы хотим как-то восхищение увидеть в глазах других. Или, может быть, знаете, мы, допустим, идем не туда, а тот человек, какой с нами рядом, он как бы вынужден, у нас один путь, одна дорога, да, он вынужден за нами следовать, и потом оказывается, что мы его можем подставить под какую-то критическую, кризисную ситуацию. То есть очень важно еще понимать, что мы делаем сами, куда мы идем, какие у нас цели. Очень мудро ко всему относиться. Ну и если еще символ взять дерево, это символ здоровья, символ семьи, символ такой опоры, да, это значит, что вы можете опереться на семью, вы можете почувствовать поддержку семьи и силу. Это тоже будет помогать. Если вдруг какая-то ситуация сложная, вот нужно обращаться к своей семье или к тем людям, которые вот очень так вас поддерживают, да, они проверенные, уже были ситуации, когда они вас поддерживали. Давайте посмотрим, что нужно сделать, чтобы ситуация вот в этом месяце была как можно лучше. Но карта говорит о том, что нужно менять что-то в себе, в своей жизни, в своих планах. Может быть, менять в теле, да, здоровье может надо улучшать. Может быть, нужно искать возможности сбросить вес, наладить какие-то функции в организме. Может быть, необходимо в этом месяце как-то поменять стиль, имидж и так далее. То есть все-таки здесь нужно полностью поменять себя, да, то есть сбросить кожу, скажем так. Может быть, здесь намек на то, что какие-то наши планы, цели и задачи, они уже отслужили свое, а мы все еще продолжаем к ним стремиться, да, и вот в этом месяце лучше все-таки это осознать и обновить свою жизнь, обновить свои планы, цели, обновить отношения, может быть, да, улучшить что-то в них, чему-то хорошему научиться. И смотрите, это все-таки у нас карта, которая показывает нашу спину, да, спину, которую мы как бы защищаем. Спина – это наше прошлое. То есть нужно избавиться от прошлого, перестать ожидать от прошлого каких-то проблем, которые вот из-за которых может быть
мы не можем развиваться, да, не можем себе чего-то позволить, не можем быть собой какими-то не можем быть новыми, не можем развиваться и так далее, да. То есть вот какое-то прошлое нас здесь держит, от него нужно отказаться. Ну и в основном это неправильные цели и планы, поставленные в прошлом. Вот видите, из-за этого мы тут и оказались, то есть не там, где нам положено было бы быть. Ну и также совет здесь быть более искренними, открытыми, да, вот как обнажиться, чтобы наш партнер нас понимал, или, может быть, самим перед собой как-то раскрыться, открыть себе самим же правду на себя, да, на свои истинные желания. Отношения. Для тех, кто в поиске партнера, здесь выпадает карта непонимания. То есть вы, скорее всего, ищете не там, где нужно. Или, может быть, идеал того человека, который вам нужен, у вас неверный, да, и вы смотрите в одну сторону, да, а ваш мужчина или женщина, они вообще в другой стороне. А также, может быть, вы сами выстраиваете стену, то есть вы вроде бы говорите себе, что да, я хотела бы отношений или хотел бы отношений, но на самом деле вы выстраиваете стену, да, между собой и встречей с каким-то человеком. Может быть, это подсознательно как-то происходит, и, скорее всего, у вас есть какое-то такое нежелание внутреннее вообще отношения создавать. Скорее всего, были проблемы раньше, да, и вот это подсознательное желание может отталкивать вас от других людей. Вот. Ну, как совет по этой карте можно обратиться просто к себе и спросить, да, вот у нас первые вот эти карты, а какого человека действительно я хотела бы видеть рядом с собой, чтобы моей душе было хорошо. Не то, что там, что люди скажут, да, как он выглядит, где работает, сколько зарабатывает и так далее, а вот именно с каким человеком мне было бы комфортно, с каким человеком мне было бы приятно жить, да, и так далее. Вот этот вопрос поможет. Для тех, кто в паре уже, вот ситуация какого-то одиночества может быть, в которое, скорее всего, мы сами себя и заточаем. Потому что вот на этой карте только один человек, да, хотя у нас вопрос был задан про двоих, про пару. Но также здесь может быть и вынужденное какое-то расставание. Допустим, человек уехал работать, учиться, или еще какая-то причина есть, чтобы человека не было рядом. И мы можем вот тут очень сильно скучать. Карта говорит о том, что не нужно себя загонять в такие отрицательные эмоции, потому что из-за этого портится все. То есть наши эмоции создают наш мир, создают наше окружение. И все ситуации, которые происходят, они как раз очень сильно отражают наше внутреннее состояние. Как только мы в печали, как только мы в отрицательных эмоциях, у нас все в жизни начинает рушиться вплоть до здоровья. Поэтому все-таки нужно как бы делать правильный выбор. Тем более, посмотрите, здесь два окна, да, то есть мы должны на ситуацию посмотреть с другой стороны, мы должны понять вот этот плюс и минус, который есть в нашей жизни, и сделать правильный выбор. То есть не только наш партнер, наша цель. Мы сами должны стать своей целью. Мы сами должны любить себя. На первое место, возможно, даже ставить себя, а не своего партнера. Иначе вот такие состояния, они, ну, как бы обязательно будут происходить, да? Для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что вы пытаетесь быть с человеком, который, может быть, очень неосторожно живет, может вас подвести или, знаете, вовлечь в какие-то неприятности. И, может быть, стоит вам на это обратить внимание и с ним пообщаться. Допустим, если действительно есть какие-то угрозы, да, то лучше трезво смотреть на жизнь и не пытаться надеяться на то, что как-то само собой все разумеется, да, разрешится. Все-таки здесь какая-то опасная ситуация для того, чтобы вам быть вместе. Или, может быть, вам действительно вообще не стоит строить отношения, потому что если вы с этим человеком будете, то разрушите свою жизнь, попадете в какую-то историю. Теперь посмотрим
работу. Для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вы можете здесь добиться своего. Здесь девушка стоит на вершине, меч воткнут в землю, да, и она в такой позе победителя находится. То есть действительно есть возможность решить вопрос. Но посмотрите, вокруг облака, туман и все такое прочее. Наверняка до этого были проблемы и сложности, и то, что получилось добиться желаемого, наверняка удивительно, да, то есть, скорее всего, это даже неожиданный какой-то результат. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о признании, о том, что вы действительно можете быть очень полезны на своем рабочем месте, и это будет замечено, отмечено. Для вас это месяц вот такой полной самореализации. Может быть, какой-то важный проект вам доверят. Может быть, вы будете просто вот как руководитель очень эффективны. Но в любом случае вы здесь на своем месте, да, и вы проявляете себя очень хорошо. Для тех, кто своим делом занимается, карта говорит о том, что, возможно, вы слишком стараетесь удержаться, может быть, на тех позициях, которые были раньше. Может быть, сейчас нужно посмотреть вокруг, посмотреть, как, допустим, люди из вашей темы, из вашей области бизнеса, да, или вашей какой-то деятельности, как они решают вопросы. То есть посмотреть и сделать так же. Вот, видимо, неэффективно уже действовать так, как было раньше, потому что действительно может быть такая ситуация, когда надо бороться за себя, за свое дело, за финансы и так далее. Вот посмотреть вокруг и сделать так, как делают другие в данной ситуации, повторить. Тогда будет эффект. Посмотрите, у девушки здесь такой щит, да, то есть вы можете защитить себя и свой бизнес благодаря тому, что вот как-то изменить ситуацию. Так, теперь посмотрим финансы. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что могут быть какие-то ситуации проблемные с деньгами. Еще одну карту достану. Скорее всего, может быть, допустим, какую-то уберут часть из денег. Ну, скажут, допустим, что вы там не выполнили какое-то свое там обязательство, да, или, может быть, будут какие-то жалобы со стороны клиентов, или еще какие-то ситуации, которые вот заставят вас расстраиваться из-за финансов. Скорее всего, какие-то потери финансовые будут. Либо, может быть, здесь траты на медикаменты, на здоровье, да, может быть и такое. Для тех, кто своим делом зарабатывает, карта говорит о том, что вот для вас открываются какие-то возможности новые, но вы их можете, ну, как бы и получить, и отвергнуть, да, то есть вот здесь ситуация такая, когда нужно войти в какой-то новый мир, в новую жизнь, в новую ситуацию, да, в то, что вы никогда не делали. Может быть страшно, может быть как-то сомнения какие-то, да, но тем не менее карта говорит о том, что если вы не начнете здесь что-то менять, не получится и улучшить ситуацию с финансами. То есть не нужно бояться нового. Да, там могут быть разного рода нюансы, но начинать нужно, пробовать и вот стараться что-то здесь обновить, использовать что-то новое, то, что еще никогда не пробовали. Тогда финансы будут прибывать. Здоровье. А для здоровья хорошая карта, в принципе, но здесь могут быть какие-то ложные диагнозы. Допустим, вам сказали, что у вас какая-то болезнь, ее на самом деле нет, а вы уже как бы придали этому значение, да, и очень сильно как бы расстроились. Или, может быть, неправильно назначенное лечение может испортить вам здоровье, дать какую-то аллергию или еще что-то такое. В общем, как-то с психосоматикой тут связано. Ну, и если не говорить о неправильных диагнозах, то мы можем сами своими мыслями, словами и страхами создавать себе болезни. Вот здесь нужно быть осторожным. То есть мы, в принципе, здесь абсолютно здоровы, да, мы связаны тут с землей, со своим телом. То есть у нас, в принципе, все хорошо. Тут природа, да, гармония, как бы все идет своим чередом. То есть у нас все хорошо. Но мы своими мыслями, своими эмоциями или, может быть, информацией, которая идет извне, мы можем на свое здоровье влиять вот именно через страхи.
какое будет окончание месяца. Карта говорит о том, что месяц обещает быть непростым, да, вам нужно будет, скорее всего, постоянно держать свое эмоциональное состояние под контролем, потому что слишком много людей, которые указывают вам, как жить, слишком много людей, которые могут как-то вами управлять, стараться, да, навязывать вам свои взгляды и так далее. То есть здесь вот месяц, который говорит о том, что если вы расслабитесь и поддадитесь чему-то влиянию, то вы не будете чувствовать себя комфортно. Если же вы будете опираться только на себя и слушать себя, прислушиваться к своему внутреннему состоянию, и исходя из этого уже ставить цели, да, и действовать так, как вам нужно, вот тогда все будет в порядке. Если же вот слушать всех и стараться выполнять как бы желания других людей, вот тогда вы сами себя теряете. Друзья, желаю всем замечательного ноября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!